Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Хамшик-Шара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Александр Анкваб принял заместителя председателя правительства Республики Марий Эл и в Рио художественного руководителя Марийского театра оперы и балета Виктора Пушкина. В ГАИ работает горячая линия. Вы можете набрать по специальному номеру телефона, если встретили на автотрассе нарушителя. В начале этого года начался ремонт в одной из бывших школ в поселке Цандрыпш. Также в селе Багрыбста вновь откроет свои двери детский сад. С 2021 года по настоящее время исполнено 33 мероприятия программы гармонизации законодательства России и Абхазии. Заседание абхазской части рабочей группы по реализации программы формирования общего социального и экономического пространства России и Абхазии состоялось в Кабмине под председательством премьер-министра Александра Анкваб. Как сообщает пресс-служба правительства, заседание было посвящено обсуждению текущего статуса реализации программы и сроков исполнения возложенных на органы исполнительной власти Абхазии обязательств по разработке нормативно-правовых актов. Особое внимание было уделено вопросам разработки проектов в сферах здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения и таможенного права. Александр Анкваб принял заместителя председателя правительства Республики Марий Эл, министра культуры, печати и по делам национальностей Константина Иванова и в Рио художественного руководителя Марийского театра оперы и балета Виктора Пушкина. Во встрече участвовала в Рио министра культуры Абхазии Динара Смыр. Константин Иванов отметил, что они готовы и в дальнейшем сотрудничать с Министерством культуры Абхазии, приглашать абхазские коллективы и не только в Марий Эл, но и во всероссийские проекты. Иванов также является художественным руководителем региональных этапов фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия». Александр Анкваб выразил благодарность за такое предложение и подчеркнул, что это будет стимулом для абхазских коллективов и укрепит дружеские отношения республик. Александр Анкваб встретился с начальником госуправления по языковой политике Гундой Квицини и главным специалистом управления Гундой Сакани. Они показали премьер-министру книги, выпущенные управлением, а также руководство по делопроизводству. Недавно увидели свет книги для детей Платона Беби и Владимира Цвинария, пособие по изучению абхазского языка на элементарном и базовом уровне, сказки Андерсона на абхазском языке в переводе Сергея Зухпа. Вышла первая часть, а вторая часть готовится к изданию. Специалисты управления также рассказали о YouTube-канале Апсуа Контент, который был создан управлением для тех, кто желает выучить абхазский язык. На канале уже размещено более 100 видео, аудиокниги и плейлисты. Около 60 гектаров подлеска горит вдоль республиканской трассы в районе Холодной речки в Гагре примерно с 8:30. На месте работают 5 пожарных расчетов. Это труднодоступная местность. Там, где мы достаем, тушим техникой. Огонь уже распространяется медленнее. Склон очень крутой, много хвои. Наверное, площадь возгорания сейчас около 50 гектаров, добавили в МЧС. Угрозы жилым домам и расположенному рядом пансионату «Солнечный» нет, отметили пожарные. Движение автомобилей не ограничено. Ситуация с дорожно-транспортными происшествиями остается тревожной. Несмотря на предпринимаемые меры, статистика не радует. За последние 7 месяцев в стране произошло 80 ДТП, в которых погибли 28 человек. Сотрудники ГАИ работают в авральном режиме. Граждане могут помочь вести борьбу с нарушителями на дорогах. В ГАИ работает горячая линия. Вы можете набрать по номеру, если встретили на автотрассе такого водителя. Подробнее о работе горячей линии расскажет Ульяна Рожкова. В современном мире проблемы безопасности дорожного движения становятся все более актуальными. Из года в год количество автомобилей на дорогах только увеличивается, что ведет к росту аварий и правонарушений. У граждан республики есть возможность получить оперативную информацию и консультации от специалистов по этому вопросу. В Абхазии существует горячая линия, номера которой развешаны по всем районным постам. Но, как говорят сотрудники ГАИ, звонки и предупреждения от жителей по поводу правонарушений поступают редко. В основном звонят граждане Российской Федерации.
Любой человек, который управляет транспортом, находится на нашей дороге, имеет возможность выписать все эти номера и обращаться по тем или иным моментам. Обращаются к нам, к сожалению, не так часто. В летний курортный сезон обращаются в основном граждане Российской Федерации, которые у нас отдыхают. Из-за большого потока автомобилей в курортный сезон наблюдается больше ДТП. Не все водители соблюдают правила дорожного движения, что иногда приводит к летальным исходам. Если заметили правонарушителя, то необходимо только позвонить на горячую линию и описать ситуацию, произошедшую на дороге. Сотрудники ГАИ примут соответствующие меры, чтобы предотвратить последствия нарушений правил дорожного движения. Кстати, хочу обратиться к нашему народу, который непосредственно у нас находится, ездит постоянно, насколько это возможно, сделать видеозапись, потому что сообщить одно, максимум, что мы можем сделать, данную машину остановить на посту, как говорится, провести беседу, а составить протокол, к сожалению, мы не можем, потому что мы должны приобщить фото-видеосъемку данного нарушителя. Просто в виде общения, беседы данного человека отпускаем. Конечно, в летний курортный сезон количество ДТП у нас увеличивается, потому что транспортные средства, которые заезжают к нам с Российской Федерации, количество намного увеличивается. Там, если брать, в сутки до 4000 машин пересекают границу. Это те люди, которые ездят на наших республиканских трассах. У нас такая самая аварийная дорога, получается, Гагра-Гудаута. За 7 месяцев текущего года количество ДТП по республике составило 80. 28 человек погибли. Цифры неутешительные. Горячая линия ГАИ – это важный инструмент для получения оперативной информации и консультаций по вопросам дорожного движения. Она направлена на обеспечение безопасности на дорогах и ознакомление граждан с правилами. В случае возникновения проблем на дороге не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам по номеру горячей линии 707 33 44. Ульяна Рожкова, Раму Камке, Абхазское телевидение. Возбуждено уголовное дело в отношении сухумского школьника Джамиля Дмитриенко по подозрению в подготовке к умышленному причинению смерти другому человеку, сообщает пресс-служба СГБ. Отмечается, что Дмитриенко вступил через социальную сеть Telegram в экстремистскую группу «Колумбайн», пропагандирующую совершение массовых убийств на территории образовательных учреждений. Он стал изыскивать возможности приобретения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, чтобы совершить преступление. Дмитриенко задержали в марте этого года. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом и нетрезвых водителей. Кроме того, задержан житель села Лдза, который увлечен в хищении чужого имущества. Подробности в материалах пресс-службы МВД. Сотрудники госавтоинспекции продолжают специальные рейдовые мероприятия по выявлению лиц без права управления автотранспортом, нетрезвых водителей, а также тех, кто скрывает свое состояние, отказываясь от медицинского свидетельствования на предмет опьянения. Багателя Беслан Анатольевич, 1981 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в наркотическом опьянении. Хурамов Дастон Фахридинович, 1999 года рождения, житель Республики Узбекистан, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Багарян Артур Андреевич, 1998 года рождения, житель города Гагра, управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Аршба Эдуард Валерьевич, 1993 года рождения, житель города Ткуарчал, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Беби Амиран Заурович, 1990 года рождения, житель Гудаутского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Каджая Георгий Леонидович, 1999 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Ласури Джон Валикович, 1968 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Левенцева Ольга Леонидовна, 1983 года рождения, жительница Республики Коми Российской Федерации, управляла автомобилем в алкогольном опьянении.
Нестеренко Игорь Владимирович, 1964 года рождения, житель города Сухум, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Булах Юрий Викторович, 1964 года рождения, житель Гагарского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Павлов Антон Владимирович, 1978 года рождения, житель Томской области, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Эмурхба Джумбер Вадимович, 1964 года рождения, житель Чимчирского района, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Заранде Дмитрий Карлович, 1999 года рождения, житель города Ткварчал, управлял автомобилем в алкогольном опьянении. Джинджуа Анзор Анатольевич, 1963 года рождения, жителя Чимчирского района, отказался от медосвидетельствования на потребление нарковеществ. Бобуа Жан Сергеевич, 1992 года рождения, житель города Сухум, отказался от медосвидетельствования на потребление нарковеществ. Рейдовые мероприятия, направленные на выявление злостных нарушителей, проводятся каждый день по всем районам республики. Хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере, вменяется жителю села Лдза Ахеце Слану Гивевичу, 1983 года рождения. Последний был задержан сотрудниками УР МВД совместно с уголовным розыском УВД по Гагарскому району в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Преступление имело место в городе Пицунда, когда из припаркованного автомобиля по улице Кипарисовая аллея было похищено 150 тысяч рублей. Гражданин Хеце содержится под стражей. Расследование проводит следственный отдел УВД по Гагарскому району. Ушел из жизни заслуженный работник физкультуры и спорта Республики Абхазия, почетный мастер спорта Абхазии по баскетболу, кавалер ордена Ахцапша второй степени Джансух Шатугович Кубас. Джансух Шатугович внес неоценимый вклад в развитие физической культуры и спорта республики. В течение 14 лет он возглавлял Республиканский комитет по физкультуре и спорту. В этот период лучшие спортсмены республики по различным видам спорта стали членами сборных команд Советского Союза, чемпионами СССР, Европы, мира и Олимпийских игр. Сухумские динамовцы были включены в чемпионат СССР. Началось строительство олимпийской базы Всесоюзного спорткомитета в Ишере. Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту выражает искренние соболезнования семье и близким Джансуха Шатуговича. Не стало яркого человека, горячо преданного своему народу и делу, говорится в соболезновании. В связи с кончиной Джансуха Губаз создана государственная комиссия по организации похорон. Ее возглавляет первый вице-премьер-министр энергетики и транспорта Джансух Нанба. В начале этого года начались ремонтно-восстановительные работы в одной из бывших школ в поселке Цандрыпш. Здание, в котором будет располагаться абхазская школа, планируется ввести в эксплуатацию в следующем году. Ремонтно-восстановительные работы ведутся также в селе Багрыбста, где спустя много лет вновь откроет свои двери детский сад. На месте работ побывала наш корреспондент Сарей Кварацхелия. В начале года начались ремонтно-восстановительные работы одного из зданий бывшей школы в поселке Цандрыпш. Оно более 6 лет находилось в аренде. Долгое время велись переговоры с арендаторами. И только в 2023 году здание удалось вернуть на баланс администрации района. На протяжении многих послевоенных лет не только жителей поселка Цандрыпш, но и жителей всего Гагарского района волновал такой вопрос, как открытие абхазской школы на границе нашей страны. Цандрыпш вообще очень сложный приграничный поселок был всегда. Еще в довоенное время здесь жило всего несколько семей абхазской национальности. И мы рады тому, что сейчас население абхазской национальности растет. Много детей, семей. На сегодняшний день остро стоит вопрос открытия отдельной абхазской школы, потому что очень важно, чтобы стены, классы, все говорило на родном государственном языке. И тот вопрос, который общественность волновал, был воспринят администрацией Гагарского района. Данное здание на протяжении многих лет не имело своего хозяина, переходило из рук в руки, но на сегодняшний день
это здание закреплено за районным отделом образования. Новую школу планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Проектно-сметная документация пока что проходит экспертизу. В поселке 7 школ, 5 из них армянские и 2 русские. В одной из них есть абхазский сектор. После открытия учебного заведения учащиеся абхазского сектора Цандрыпшской средней школы номер 2 перейдут в новое здание. По предварительным данным, количество учащихся будет достигать более 100 детей. Кадровый голод, конечно, в Гагарском районе, как в целом и по республике, во всех отраслях ощущается. Но абхазский сектор, он уже работает. Нам не с нуля надо начинать эту работу. Большая часть учителей, которые работают в русской школе, они уже придут со своими детьми в новое здание. И другие вопросы, которые, безусловно, будут возникать, дефицит кадров, мы будем решать уже планово. Главное, что основа заложена, что есть начальная школа хорошая, которая дает результаты, есть учителя-абхазоведы. Безусловно, нам еще нужны учителя. Буквально на той неделе мы разговаривали с Абхазским государственным университетом, этот вопрос поднимали, о том, что нам надо уже сегодня готовить выпускников, которые заканчивают абхазский филфак и придут к нам вот в эту новую школу. Силами предпринимателей была покрыта кровля. За счет средств, выделенных из районного бюджета, установлены окна. На данном этапе бригада уже выполнила демонтаж отделки внутренних и внешних стен здания. Территория очищена от заваленного мусора, деревьев и кустарников. Вся штукатурка по всему корпусу, внутри корпуса отбита до нуля. На сегодняшнем этапе проводятся отделочные работы. Проводка проведена под штукатурку. Розеточная проводка вся проведена фактически. Подвал, который предназначен под бомбоубежище, там тоже проводятся уже штукатурные работы. Из бюджета Гагарского района с начала работ было выделено более 12 миллионов рублей. Мы с вами сейчас прошлись по помещениям и увидели, как много уже сделано. Учтены все необходимые нюансы для того, чтобы детям, которые придут в это здание, было удобно и комфортно. Сама школа действительно очень хорошо построена, огромный спортзал, столовая. И мы уверены, что после того, как будут завершены работы, детям, которые придут учиться в этой школе, будет очень комфортно и удобно. На данном этапе количество классных комнат до 350 детей может принять, но отдельно будут укомплектованы кабинет физики, химии. Отдельно у нас хорошая библиотека предполагается в проекте, она у нас с читальным залом. Есть все подсобные помещения, которые необходимы для функционирования школы. Насчет этого проект самой школы, здания очень хороший. И мы уже по факту сделали так, чтобы у каждого специалиста была своя зона, свой кабинет. Ремонтно-восстановительные работы ведутся также в селе Багрыбста, где спустя много лет вновь откроет свои двери дошкольное учреждение. Ранее в этом здании располагалась начальная школа и детский сад подведомственный санаторию «Солнечный». Однако вот уже много лет, как здесь базируется сельская администрация, которая поддержала инициативу администрации района вновь открыть здесь ДОУ. Но в послевоенное время из-за того, что количество людей в селе было небольшое, да и дошкольных учреждений в районе в целом не было, всего одно, которое работало в городе Гагра. В поселке Цандрыпш есть острая необходимость в открытии еще одного дошкольного учреждения. В селе Багрыбста до 40 детей не охвачены дошкольным образованием. Администрация Гагарского района поставила эту задачу перед собой, и на сегодняшний день начались работы, поддержку оказала армянская община, администрация села Багрыбста выделила из своих лимитов 1 миллион рублей. Мы надеемся, что в течение нескольких месяцев активные работы, которые ведутся, будут завершены, и мы сможем принять детей в этом здании. Эта работа будет продолжаться и в течение года, потому что необходимо восстановить актовый зал, спортзал необходимо восстановить, облагородить еще территорию. Как нам сказал глава села, здесь и инфраструктура тоже обновлялась для того, чтобы была возможность запустить в работу дошкольное учреждение. Администрация Гагарского района уделяет большое внимание развитию поселка. Согласно рабочему плану, в Цандрипше ведутся работы по капитальному строительству и ремонту ряда объектов социального значения. Сария Кварцхеля, Музафар Астанов, Абхазское телевидение.
Исполнилось 70 лет со дня рождения первого абхазского ученого-книговеда, кандидата филологических наук Асмат Рожденовны Гумба. Асмат Гумба – автор более 20 работ. Она является автором первой работы, воссоздавшей историю становления и развития книгоиздательства, полиграфической базы и книготорговли в Советской Абхазии, благодаря которой в каталоге книга народов СССР абхазская книга получила свое достойное место. Асмат Гумба также исследовала вопросы, связанные с изучением духовного потенциала абхазского народа. В послевоенные годы Гумба исследовала народное творчество, песенно-хоровое искусство. Отдельные ее работы посвящены деятелям музыкальной культуры Абхазии. Абхазская делегация принимает участие в международном проекте «Летний институт», который проходит в Москве на базе Российского государственного гуманитарного университета с 29 июля по 11 августа. В составе делегации член Совета молодых ученых при президенте Абхазии аспирант Агу Даур Хиба, историк, член Совета представительства Российского исторического общества Абхазия Станда Киут и преподаватель кафедры истории, археологии и этнологии Абхазии Агу София Смар. Цель проекта – знакомство исследователей и преподавателей с современной научно-образовательной средой России, достижениями российской гуманитарной науки и активизацией международного научно-образовательного сотрудничества. На сцене Абхазской госфилармонии имени Рождена Гумба состоялась премьера мультфильма «Кот в сапогах» на абхазском языке. Мультфильм дублирован на киностудии «Абхазфильм» по заказу Госуправления по государственной языковой политике. Над переводом работала большая команда. Режиссер дубляжа, народный артист Абхазии Вячеслава Блоти. Всего над мультфильмом работали 15 человек. Главные роли озвучивали Роман Сабо, Милана Ломи и Леон Барчан. Работа над фильмом заняла 6 месяцев. Один уста да гитара ласхасра! Ура, барабаску запциса. А дилетант. В завершении выпуска расскажем о погоде. 2 августа на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 17-22, днем 27-32 градуса тепла. Температура морской воды плюс 28 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего и до свидания.